Добрый день. В эфире национального телеканала «Новости» и краткий обзор событий. Глава республики посетил строительные площадки Гази-Юрта. О развитии этой сельской территории в выпуске. Сегодня паломникам предстоит стояние на горе Арафат. Расскажем, как они готовились к этому событию. Депутаты планируют рассмотрение поправок в пенсионном законодательстве. Принимаются предложения от граждан. В селении Гази-Юрт будет обеспечена сетью социальных и культурно-досуговых учреждений. Глава республики посетил населенный пункт в ходе инспекционного выезда, побывал на строительных площадках и заложил капсулу под возведение нового объекта – школы. Подробнее о визите расскажет Юсуп Гирисханов. Инспекционную поездку по сельскому поселению Гази-Юрт Юнусбек Евкуров начинает с места предполагаемого строительства общеобразовательного учреждения. Кроме осмотра участка главой региона, здесь прошло памятное мероприятие – заложение капсулы. В этом историческом событии принимают участие глава Ингушетии, депутат Государственной Думы Юша Газгиреев, министр образования Юсуп Костоев, представители местной администрации, старейшины села и местные жители. Самая ответственная миссия – непосредственная закладка капсулы была возложена на юного жителя села. Стаж строительству школы дан. По этому случаю собравшиеся сделали коллективное дуа. После чего глава Ингушетии пообщался с местными жителями и старейшинами села. В ходе беседы были затронуты насущные вопросы. В том числе Юнусбек Евкуров дал поручение расширить территорию сельского кладбища, а также рассказал о планах строительства социальных объектов в регионе. Школе, Советский Союз, 70 лет Советский Союз, Йолышана, Вейнхая, Шимар, садики, Тара Эггер Йохайера на 90 мест, а так 120. Все Малгабека, на весь район садик Маханяци. Мост на регион Шхани, а вы именно в Айгалай Маханда до 2020 года. По всей республике, в каждом селе дом культуры. До 2022 года в каждом селе Фохпуки. Стандарт Латвии. Медицинский объект стандарт строится школа. Почтовое отделение, садик, школа. Але маса лукболда. Я на белорде моси ежеми башти яли. Делали на сан дик дуахкуди. Вы голай мди маса гайста хал. Дадут еще футбол бухда мала должен. В Ингушетии активно ведется работа по ликвидации двухсменного обучения. Введены в строй несколько десятков образовательных учреждений. Вот и в Гази-Юрте через некоторое время на этом участке появится новая современная школа на 720 ученических мест. В школе будут созданы все необходимые условия для комфортного обучения детей и занятия спортом. Объект будет строиться за счет инвестиций. Инвестор уже определен. Это строительная фирма «Капитал». Это наш чисто инвестиционном плане пилотный проект. Мы постараемся его осуществить на высоком уровне. Включаются не только учебные корпуса, но и большая спортивная зона и большой стадион. В общем, данный объект, я думаю, будет большим украшением и пополнением к хозяйству сельского поселения. Пообщавшись с местными жителями, Юнусбек Евкуров посетил старую школу села, которая построена в 60-х годах. В этом небольшом здании детям приходится учиться в несколько смен. Отсутствуют необходимые условия. Осмотрев школу, глава республики дает поручение выделить средства для того, чтобы переделать это здание в дошкольное учреждение. Спортзал отдельно входить? Нет. Спортзал есть там, чтобы оставить спортзал, кому-то там отдать под какую-то секцию? Или как школу зал? Сходу учу мероприятий. Автозал я автозал. Мы в очень стесненных условиях работаем. Ладно, очень... давайте мы сейчас не будем это схему делать в течение месяца. Куда наложить вот это все? Следующий объект, который посетил Юнусбек Евкуров, это строящийся дом культуры. Здание культурного центра села уже построено. Сейчас рабочие трудятся над фасадом, внутренней отделкой и кровлей. Подрядчик маловый просто. Магнат, строй, Планкоев, Салман. Да, ты строишь, да? Хорошо.
По графику плохо? Функционал хороший, зал шикарный, даже в ДК такого нету, 10 на 12, ну, сцена там большая, надо смотреть, чтобы у нас мест. Прошлые дома культуры, я так понял, где видеоаппаратура, киноаппаратура. Ну, они и так делают все, звук, свет. Кино дополнительно есть федеральная программа, в том числе по нацпроекту. Делай, чтобы кино уже, мультики, хотя бы дети мультики переходили смотреть. В Газиюрте возводятся не только объекты образования и культуры, но и сферы здравоохранения. Новую амбулаторию здесь возвели совсем недавно. Двухкорпусный объект отвечает всем современным стандартам. У каждого врача свой кабинет личный. У нас 3 участка. Это гинекологический участок, педиатрический, терапевтический участок. Также есть амбулатории, лаборатории, УЗИ-кабинет, будет стоматология. Обещают нам 2 койки, как дневной стационар, чтобы у нас было. Надеемся, что будем плодотворно работать. В завершении инспекции Юнусбек Евкуров дал ряд поручений. В силу того, что в сельском поселении Газиюрт сейчас возводятся социально значимые объекты, способствующие развитию села, все они должны строиться качественно, добросовестно и в срок. Юсуп Гелисханов, Майрбек Миржоев, Новости 24. В ГИБДД призвали водителей не игнорировать безопасность детей-пассажиров, особенно в последний месяц лета, когда число перевозок несовершеннолетних растет. По статистике, с января по июль этого года на российских дорогах было зарегистрировано около 5000 ДТП с участием детей-пассажиров, что намного больше аналогичного периода прошлого года. Самое безопасное место для установки детского кресла в автомобиле среднее, на заднем сидении. Самое небезопасное – это переднее пассажирское, где детское автокресло ставится лишь в крайнем случае, обязательно при отключенной подушке безопасности, подчеркивают в ГИБДД. Сегодня день Арафа – один из самых важных и почитаемых в исламе. Он приходится на 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Именно сегодня паломники совершат главный обряд хаджа – стояние на горе Арафат. А накануне они прочитали маулид и готовились к предстоящему ответственному событию. Об этом репортаж Тамерлана Хамхоева. В небольшом помещении гостиницы, отведенном под мечеть, буквально шагу негде ступить. Ингушские паломники получают последние указания по случаю выезда из Мекки в долину Мина. Руководители групп рассказывают о маршруте, его сложности и тех трудностях, что необходимо будет преодолеть. خذوا عني مناسككم شيتحر داش حجول جها إطلاشر سود حر داش حجول جها أمر حجول دا سو خذي عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا سوغر حجول غلقش دا يسلش حجول عباداتش دا يسلش از وردتش تيبر از دتش تيبر دا حجول هديلش Что взять с собой, сколько веса желательно, во что нужно быть одетым при выходе из гостиницы и прочие вопросы. На все отвечают организаторы. Для того, чтобы не было суеты во время хаджа, нужно все вопросы решить именно сейчас. واشته تو عرفاتي بيشاق قشخلش كل دادش كوسش دوين عرفاتي فلاتش كوست وجا نبي خلوج بقول يسوج واسك دا متراسش دو دوخكش دوات 33 ريال دوج متراسش ناش ناخ قالنا متراسش يتش بقى حدشان هني اجمنا موين عدوش محتاج قد عرفاتي مزدلفاتي عدوش موت جاتسوين عرفاتي كوسش ده مزدلفاتي والله كوس بات سمدار متراسش حيت ويتصغر وحدين دوج دا ودي ني مثلا مودزي شيكدي تشي دا كبتيت بدومي دوق دا دول ايش حقيقه الرسو دا هو فروك تجي هماش حقيقه ثاني سمتشكي فروك تجي يولوجي يوخ سمتشكي قرزا كوت مش يولوجي يوخ سمتشكي حقيقه دوي دار شاشت ات غاشوا بيز شغلي باقي برجه ماشين ثاني بيت بوي أوتوبوس عاش بيت بو كينا غاش عش باش مقولي مزدلفة غاش عش باش التحقيق سحبوا باش بول ساتور مية متراسي مع قصوها مع تيتش قانا دينا حكيش لو دوي صراحة ويدير تخي خرزة ويجستينسي إحرام ديخكرن شرك عد سنة لامز ده لوتش كان آنية تر إحرام سنة لوتش تير داكن لوتش دوي صوت حاجة
وإحرام مش حتى ديها إحرام ديك كنن شركة سنة لامز ده نية تر حجول ديك كنن إحرام شركة سنة لامز ده أنا سنة لامز ده صوتها حجول ديك الدواء حجول ديك البلغ ركوب دي ترجع الباقبة وتسميت تشكيل أنسد عملت ديك وعش ضاع كان سن إحرام ديك غلوة. Ингушские паломники сразу отправятся на гору Арафат. Выезд из гостиницы запланирован на 9 вечера. Приблизительно в час ночи будущие хаджи будут на месте. Проведя обряд стояния на горе Арафат и пробыв там до вечернего намаза, паломники отправятся дальше. مزدلفة عشداوي مزدلفة أخبيس يحكى ده أردو لشلش دوي مزدلفة من عش ده كقرطوي تيسا غربن دينها أيدن دل خخلها إن شاء الله قرطوي ده تيسا ويا حج الله حد وصلوا ده تحكى از غربن دي دواز سنته دواز دوشين دينا قرطوي توسج بيساش سجياهيز وي تقى شنرش دينا وي غربن دي خلوشة خير دينا يرش دينا ده والتحقى Все вопросы урегулированы, руководители групп будут организовывать порядок во время выезда паломников. В завершении собрания паломники прочитали мавлид. Восхваляя Всевышнего Аллаха и моля Его о милости, наши земляки открывают свои сердца для очищения. Ингушские паломники практически каждый день в Мекке читают мавлиды за своих родственников, близких, друзей и просто свой народ. Прося Аллаха о милости для себя, не забывают и свою маленькую, но очень дружную республику. Милан Хамфоев, Хазботов, новости 24. Росстандарт будет публиковать черные списки продукции ГОСТ. Выявлять несертифицированную, но промаркированную продукцию специалисты намерены путем приобретения товаров в магазинах с последующей экспертизой. Цель национальной системы сертификации – вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, что положительно скажется на экспорте российской продукции. Национальная система сертификации – проект, одобренный еще в конце 2016 года на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В прошлом году система была запущена в пилотном режиме в 7 регионах и в этом году заработала по всей стране. Депутаты Госдумы прервали свой отпуск, чтобы рассмотреть изменения в пенсионном законодательстве. Проект закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста уже прошел первое чтение. Дата второго еще не назначена, но идут активные обсуждения. Амина Бокова продолжит. Предложения и поправки к изменению в пенсионном законодательстве продолжают принимать в Государственной Думе. Срок доработки документа продлен до 24 сентября. Впрочем, депутаты решили не ждать открытия осенней сессии, чтобы обсудить поправки ко второму чтению. Масштабные парламентские слушания назначены на 21 августа. В дискуссии по совершенствованию пенсионной системы примут участие представители Кабинета министров, институтов гражданского общества, депутаты и эксперты. Все предложения, как сопутствующие нормативные акты, дополнительные законопроекты будут подготовлены и внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта. Поддержка людей предпенсионного возраста – это запуск отдельных программ, переподготовки, переквалификации и целый ряд сопутствующих инициатив, которые сегодня были озвучены представителями регионов, и они нашли поддержку у представителей правительства Российской Федерации. Мы должны думать о тех еще, кто сегодня заканчивает школу. И поэтому пенсионная система должна выстраиваться не на 10-15 лет, она должна выстраиваться минимум на 50 лет. Потому что тот, кто сегодня заканчивает школу, должен знать и должен думать, куда пойти учиться, как он будет работать, какую пенсию он получит, когда он перестанет работать. Единороссы уже назвали предстоящие слушания профессиональной альтернативой референдуму. Также правящая партия представит для дискуссии около 10 предложений, в том числе от регионов. 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного движения. И не только. Высказаться смогли в каждом уголке страны. Слушания прошли и в Ингушетии. В числе предлагаемых поправок наши депутаты и общественники предложили частичное снижение возраста выхода на пенсию для женщин, переобучение и повышение квалификации специалистов предпенсионного возраста и установление для них ряда льгот. Также работников пенсионного возраста необходимо защитить от возможного увольнения. Еще предложили усилить борьбу с недобросовестными налогоплательщиками. А я бы хотела бы законодательно установить однозначную обязанность выделять каждому человеку от предпенсионного возраста ежегодно путевку на оздоровление.
чтобы он не доставал ее как-то, не выезжал за свои средства. Это должно быть нормой. Из 146 миллионов населения страны 46 миллионов пенсионеров. То есть каждый третий сегодня, по сути, получается пенсионер. А как известно, пенсия у нынешних пенсионеров складывается именно из пенсионных отчислений работающих. То есть уже денег на обеспечение пенсии людей пенсионного возраста, их по сути может уже в недалеком будущем не стать в случае, если не произвести данное изменение, кардинальное изменение пенсионного возраста. То есть это необходимость, больше необходимость, нежели желание или позитивное преобразование. Но вместе с тем, конечно же, правительство, в частности, побеспокоилось и о том, чтобы индексация пенсий людей, выходящих на пенсию, была уже в разы превышала уровень инфляции. «Единая Россия» принимала предложения от граждан и в электронной форме. Всего их было направлено 1500. Но правительство свой главный аргумент не меняет. Инициатива о повышении возраста выхода на пенсию направлена в первую очередь на увеличение доходов пенсионеров. С 2019 года прибавки к начислениям составят 1000 рублей в месяц, объясняет Кабмин. И часто можно услышать о том, что люди вынуждены работать, потому что пенсия маленькая. Это справедливо. Но также справедливо и другое. То, что те, кто реально утратил трудоспособность в силу возраста, получают маленькую пенсию, потому что фонд пенсионный делится между ними и десятками миллионов людей, которые свою трудоспособность не утратили. По задумке властей, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году. Тогда уйти на заслуженный отдых представители сильной половины человечества смогут в возрасте 65 лет. Для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится в 2034 году. Выйти на пенсию женщины смогут в 63 года. Амина Бокова, Новости 24. В Магасе объявили конкурс на лучшую фотоинсталляцию по противодействию терроризму. Конкурс проводится для учащихся и студентов образовательных учреждений. Жюри будет оценивать претендентов по таким критериям, как творческие находки автора, интересное сюжетное и цветовое решение, художественный уровень и оригинальность. Работы будут размещены в электронном варианте на сайте города. На основании заявок жюри сформирует состав участников конкурса. Работы на выставку будут принимать до 2 сентября. Победители, призеры получат памятные подарки и дипломы. Главной целью конкурса послужит консолидация общества для противодействия терроризму, формирование гражданской позиции у подрастающего поколения. Ну а все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях – Facebook, Instagram, YouTube, Твиттере и ВКонтакте. Пока это была вся информация к этому часу. Увидимся в 16:00.